Хотя годом основания Якутска считается 1632 год, первый острог был возведен не здесь, а на другом берегу Лены, правом. На левом же крепость построили только в 1643 году, и с тех времен уцелела только одна башня – надвратная. Горожане постарше помнят, что ее оригинал, к сожалению, сгорел, а точная копия располагается в старом городе. Но ее историческое местоположение совсем другое. Надвратная башня – символ Якутска. Она, кстати, есть даже на флаге нашей столицы. Простояла 300 лет тут, на площади, которую сейчас мы знаем как Площадь Дружбы. За 300 лет это место претерпело множество изменений. Но обо всем по порядку. Возникновение площади Дружбы связано с постройкой нового острога в Якутске в 1685 году. Если перекладывать периметр острога на современную карту, то его границы проходят по улицам Петровского, Каландрашвили и проспекту Ленина, то есть по самому центру нынешнего Якутска. Из соображений безопасности прямо у стен крепости расположились торговые лавки, чтобы в случае угрозы продавцы могли оперативно эвакуироваться в крепость. Но понемногу торговые точки в популярности уступили малому базару Кружала, поэтому лавочников сменили священники. В 1708 году здесь возвели деревянную церковь Николая Чудотворца, сейчас это Никольский собор. А позже рядом выросли первые каменные здания Якутска – воеводская канцелярия и Свято-Троицкий кафедральный собор. Площадь, соответственно, начали называть Соборной. Это был главный собор, собственно, Якутской области. Он имел статус кафедральный. То есть именно центральный храм всей нашей области, республики находился именно в городе Якутске, именно на этом месте. Как административный центр, он именно уже был с 80-х годов 17 века. Именно здесь располагалось именно вот то, что мы говорим, воеводская канцелярия находилась внутри. Сейчас вот рядышком с ними ведутся археологические работы. Собственно, вся администрация была именно в Якутском Кремле, она находилась. В начале 20 века площадь превратилась в сквер. Там разбили аллеи и посадили деревья. Кстати, благоустраивали первый сквер Якутска всем городом. Кто-то пожертвовал деньги, кто-то предоставил рабочих. И вскоре Соборная площадь стала неузнаваемой, в хорошем смысле. Однако после революции сквер быстро пришел в плачевное состояние. И любимое место жителей Якутска из цветущего сада деградировало в пустырь. В 20-е годы пустырь постигла незавидная участь. Он стал кладбищем. В самом центре города сначала похоронили павших красноармейцев из отряда Нестора Каландрашвили, затем высокопоставленных чиновников. После войны в 1948 году было принято решение, надо освободить это место от этой. Ну, не превращать же город в кладбище. Надо их перезахоронить, перевести в Вилюйский переулок, кладбище городское, и постепенно всех перезахоронили. Вот образовалась площадь. В городском архиве сохранился любопытный артефакт из той эпохи – панорамная фотография площади 1955 года. Многие, наверное, могут узнать сразу, потому что тут мы видим здание казначейства тогда, Лишевича, архитектора, который сейчас находится, филиал Национального художественного музея. И самое, можно там, тадам, и представить вам самый главный элемент архитектурного сооружения дореволюционного Якутска – это башня. Есть в муниципальном архиве еще одно изображение, сделанное чуть позже, в 1957-м. В том же году площадь Тыгына, так ее величали по башне, приобрела название «Площадь Дружбы народов». В фонде Якутского горсовета сохранилось решение исполкома Якутского городского совета депутатов трудящихся от 1 октября 1957 года. И вот исполком решает вознаменование 325-летия воссоединения Якутии с российским государством переименовать площадь имени Тыгына в площадь Дружбы народов. А через 15 лет доминанта в облике площади Дружбы сменилась с башни на здание театра оперы и балета. Дополняют архитектурный ансамбль два памятника основоположникам якутской литературы – Алексею Кулаковскому и Дмитрию Сивцеву.
Если говорить о памятниках в нашем городе, то нельзя забыть об этом товарище, вожде мирового пролетариата Владимире Ильиче Ленине. Одноименная площадь, ну а если быть точнее, две площади, тоже имеют торговое прошлое. В XIX веке центром жизни Якутска становится Гостиный двор. Его каменное здание пришло на смену деревянному Малому базару. Оно ветшало, его еще и топило во время весенних паводков. Кирпичный Большой базар строился целых 12 лет и окончательно был возведен в 1836 году. Новый 20 век обозначил появление крупных фирм. С Гостиным двором, например, соседствовал магазин Коковин и Басов. Торговля в Гостином дворе увядает. Лавочки прикрылись, и что только не размещалось в этом здании. И музей, и библиотека, и типография. Только с утверждением генерального плана Якутска в 1939 году на этом месте предусмотрели площадь и даже больше, целую аллею. Здесь это набережная, ну как бы это протока, это Зеленый луг теперь, и отсюда вот, например, отсюда до центра вот города, где сейчас находится у нас центр, да, площадь Ленина, и вот здесь должен быть стоять Дом Советов, на котором сейчас стоит здание ДП-2. И здесь вот пешеходная зона, окруженная там фонтанами, клумбами, кустарниками, и дальше она идет до парка, вот идет ось, и через Талое озеро доходит до парка. Центральная площадь начала носить имя Ленина тоже в 1957 году и по тому же решению исполкома горсовета. Первое масштабное переустройство площадь пережила на наших глазах. В основе нового дизайна наши традиции и быт. Народ Саха испокон веков как бы жил, особенно в центральной Якутии, да, алласной системе. То есть замкнутый круг, круглые алласы, озера, бугорки, тайга, лес, да. Поэтому мы приняли за основу решение круг. Это как бы символизирует аллас. И вот этот центральный, вот этот как бы холм, это как бы олицетворение вот бугра, центрального вот это алласа. Если я спрошу, где я нахожусь, то вы, конечно, ответите на Оржанке. Вот фонтан, вот памятник Платону Аюнскому. Но в прошлом веке горожане бы сказали, что я на площади Ленина. Свое современное название в честь революционера, советского партийного деятеля Серго Орджоникидзе площадь получила в том самом 1957 году. А в старину площади как таковой и не было. На этом месте располагалась улица Монастырская. Нетрудно догадаться, что где-то неподалеку находился монастырь. И там действительно такой был. Первый на северо-востоке Спасский мужской монастырь. Официально же площадью эта локация стала в 1924 году и дали ей имя Владимира Ленина. Раньше безыменной оставалась, безыменной. Так? Но в 1924 году, когда умер Владимир Ильич Ленин, решили установить там памятник. Потому что только это была площадь безымянная. И там действительно установили памятник, и площадь называлась Ленина. Площадь Орджоникидзе привычным для нас видом обязана Саха-театру. С переездом актерской труппы в новое здание в 1999 году для городских властей стало очевидно, что в реконструкции нуждается и рядом находящаяся площадь. А к тому времени, когда мы начали проектировать, площадь была вот в таком круговом движении. И вот, чтобы обезопасить как бы жителей, посетителей театра и так далее, у нас пришла идея, и мы запроектировали вот такую площадь, чтобы она в этом виде как раз сегодня, в настоящее время, существует. А фонтан, который был предусмотрен проектом, удалось возвести только в 2002 году. Водный комплекс рядом с Национальным театром вдохновлен родной культурой. Иначе и быть не могло. В центр композиции архитектор Иван Андросов решил поставить любимый цветок народа Саха – сардану, окруженную черными бриллиантами. Жизнь, радость, любовь, прекрасное утро – вот и все, как угодно можно по-философски подойти к этому цветку. Ну и наша национальная гордость, и с чем связано. Всяких много песен, народных сказаний по этому цветку.
Последние годы новостные ресурсы пестрили сообщениями о проблемах с фонтаном. Все потому, что капитальный ремонт не проводился целых 23 года с момента его установки. С середины июля фонтан на площади Орджоникидзе закрыт на ремонт. Подрядчик обязуется исправить все недочеты. В рамках косметического ремонта у нас будет заменен гранитные плитки частично, не полностью, и восстановлены старые граниты. К слову, бетонную сардану не оставят без внимания. Ее почистят и покрасят. В общем, вернут первоначальный вид. От деревянных острогов и торговых рядов до современных архитектурных ансамблей. Такова история главных площадей Якутска, свидетелей непрерывного развития нашей столицы.